Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В центр «Мои документы» люди обращаются по самым разным вопросам, начиная от подачи заявления на получение загранпаспорта и заканчивая вопросами, как отказаться от сдачи биометрических данных. С 3 ноября прошлого года внесудебное банкротство через МФЦ стало еще доступнее. Подробнее о процедуре внесудебного банкротства нам расскажет руководитель МФЦ Якутии Таисия Никитина. Таисия Львовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот давайте вначале разберемся, что же такое внесудебное банкротство. В целом процедура внесудебного банкротства и банкротства граждан у нас появилась в 2015 году. Тогда были приняты изменения в федеральное законодательство, и граждане могли уже исключительно в судебном, прежде всего, порядке быть признанными банкротами. Далее, через 5 лет, в 2020 году, с сентября появилась процедура уже внесудебное банкротство, о котором мы сегодня с вами говорим. Да, и исходя из названия, она упростила процедуру граждан, уже минуя судебное обращение, быть признанными банкротами. И буквально в прошлом году, в ноябре 2023 года, внесены уже такие третьи существенные изменения в федеральное законодательство, которые упростили для людей эту процедуру. У нас изменился размер долговых обязательств, попадающих под эту процедуру, и расширился диапазон граждан, которые могут за ней обратиться. Вот, как вы отметили, да, с ноября прошлого года перечень лиц для прохождения процедуры внесудебного банкротства расширился. Вот для кого подходит внесудебное банкротство? Да, сейчас это 4 основные категории. Ранее, до ноября 2023 года, категория была одна, и это были, по сути, те должники, по которым уже была проведена процедура взыскания задолженности, да, но у них нет никакого имущества, на которое может быть обращено взыскание, и эта процедура завершена. А сейчас эта категория, как я уже упомянула, их 4. Осталась вот первая категория — граждане с завершенным исполнительным производством в связи с тем, что у них нет уже соответствующей задолженности, имущества, на которое может быть обращено взыскание. Вторая категория — это у нас уже граждане, у которых основной доход — это пенсия, любые ее виды, как то пенсия по старости, страховая наша пенсия, либо иные виды, да, пенсии по инвалидности в том числе. По ним уже дополнительное условие, что по ним процедура исполнительного производства должна была быть начата не менее 1 года назад. И вот она еще длится, с них удерживают какие-то задолженности, да, и у них нет имущества, на которое может быть обращено взыскание. Вторая категория граждан — это граждане, у которых основной доход — это ежемесячное пособие, связанное с рождением и воспитанием детей. Если, проще говоря, как у нас, да, люди говорят, это единое пособие, то есть это для граждан, имеющих детей. То же самое условие, по ним должно было быть начата процедура исполнительного производства более 1 года назад, и у них нет имущества, на которое может быть обращено взыскание. И 4-я категория граждан — это должники, по которым процедура взыскания длится уже более 7 лет. По всем 4 категориям это обязательно должно быть условие еще. Они должны быть граждане Российской Федерации, иметь постоянную либо временную регистрацию на территории нашей республики. И как я уже упомянула, мы об этом вначале говорили, еще у нас расширился долговой диапазон. То есть сумма задолженности, с которой люди могут обратиться, инициировать эту процедуру, сейчас составляет от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Если сумма задолженности более 1 миллиона, то это только судебная процедура. Ну вот с какими долгами, да, можно заявить о внесудебном банкротстве? Очень актуальный вопрос. Граждане интересуются, какие же долги я могу списать. В долговую сумму обязательств, которые могут быть указаны в заявлении на процедуру внесудебного банкротства, люди могут указать по факту все виды задолженности, которые у них возникают в рамках их гражданско-правовых обязательств. Но по сути самые часто встречаемые — это, конечно, наши задолженности по кредитам и займам, включая все начисленные проценты. Это также может быть задолженность, связанная с договором поручительства, когда человек выступает поручителем у основного должника, да, вне зависимости от того суммы задолженности должника. Также сюда может быть включена задолженность и по бюджет, по налогам, сборам, штрафам,
задолженность по ЖКХ, например, да. Учитывается также задолженность по алиментам, но здесь важный нюанс. Она учитывается в общей сумме для расчета долговых обязательств, о котором мы говорим, о 25 тысяч рублей, не свыше 1 миллиона, но при этом после признания заявителя банкротом сумма задолженности по алиментам, она, конечно, не списывается. Человек все равно обязан их оплачивать. Мгм. Ну, если говорить о сумме, да, не больше миллиона, то вряд ли здесь подходит ипотека, конечно же, да? Ну да, и тем более у нас ипотечное имущество в силу закона, оно подлежит взысканию. Мгм. Ну вот сколько времени, да, будет длиться процедура прохождения внесудебного банкротства? Есть ли какие-то, может быть, ограничения, рамки по времени? Безусловно, процедура, она существенно сокращена по сравнению с судебной процедурой, потому что судебная процедура может длиться практически годами. По процедуре внесудебного банкротства законом установлены очень четкие регламентные сроки, и сама процедура занимает не более ровно 6 месяцев с момента подачи заявления. Да? Но, безусловно, в этот период есть определенные, как вы упомянули, ограничения. Скажем, это некий мораторий, в течение которого после того, как заявление было принято, обработано сотрудниками многофункционального центра, мы его включаем в единый федеральный реестр сведений о банкротстве, и наступает 6-месячный мораторий на различные действия. То есть кредиторы уже не могут ничего взыскивать, не могут начислять новые пени, штрафы и проценты по кредитам, что актуально, как бы задолженность замораживается. Да? Но есть и некие обязательства у должника. Если в этот период 6 месяцев он получил в дар имущество, либо наследство вступил, да, либо у него появился доход, то, соответственно, уже эта процедура приостанавливается, заканчивается, да, он обязан проинформировать наш центр об этом. Мгм. Ну, то есть, получается, чем быстрее обратишься с заявлением, тем лучше, по идее, да? Получается так. То есть проценты не будут капать, и можно будет быстрее подать на банкротство, соответственно, счет будет заморожен. Да. Мгм. Ну вот какие последствия, да, ожидают граждан после завершения процедуры внесудебного банкротства? Когда мы говорим в целом о банкротстве, как о несостоятельности человека, да, которая возникает по разным жизненным обстоятельствам, и все жизненные ситуации, они очень индивидуальные, тем не менее, всегда мы понимаем, что граждане должны относиться к этой процедуре очень добросовестно. Во-первых, нельзя умышленно себя признавать банкротом, да, нельзя какие-то представлять недостоверные, фальшивые сведения о себе и о суммах своих задолженностей. И мы всегда, когда консультируем людей, которые к нам приходят, мы, конечно, предупреждаем, самое важное, о тех последствиях. Во-первых, есть последствия, как вы сказали, есть прямые далее запреты. Во-первых, после того, как человек пройдет эту процедуру, если он будет признан уже несостоятельным банкротом, то в течение 5 лет, в случае, если он будет получать новые кредиты, займы, он обязан об этом указывать. То есть это не запрещает ему обращаться за какими-то заемными средствами, но он обязан об этом проинформировать своего кредитора. И часть у нас связана ограничений и запретов с его деятельностью. Например, человек уже в течение 3 лет не может участвовать в управлении юридических лиц. В течение 5 лет он не может участвовать в управлении юридических лиц, чья деятельность связана с финансовыми, то есть это страховые у нас организации, микрофинансовые, какие-то негосударственные пенсионные, инвестиционные паевые фонды. И в течение 10 лет этот гражданин уже не имеет права участвовать в управлении кредитной банковской организации. Да? И очень важный для индивидуальных предпринимателей, потому что есть лица, которые, являясь индивидуальным предпринимателем, проходят эту процедуру, да, есть такое ограничение, что если человек вначале зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, осуществлял свою деятельность и менее чем в течение 1 года подал на эту процедуру и был признан банкротом, то в течение 5 лет он уже не сможет быть зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. То есть об этих всех рисках, последствиях мы говорим, и люди должны осознанно принимать решения. Ну, то есть ИП не открыть, но ООО можно? ООО можете, но вы не можете управлять, опять-таки. Все понятно. Ну вот при банкротстве, кстати, да, учитываются ли доходы семьи? Если, например, подает на банкротство один из супругов, а второй, например, официально трудоустроен.
очень часто встречаемые вопросы, связанные с семейным кодексом, да, здесь, конечно, вопрос очень индивидуальный, потому что в целом доходы семьи, доходы каждого члена семьи учитываются отдельно. Мы понимаем, что в случае, если кредитор взыскивал задолженность в совокупности семьи, конечно, вся семья будет отвечать по этим обязательствам. Но в случае, если это были обязательства индивидуального члена семьи, то в данном случае он может, если подходит под те условия, о которых мы с вами говорили, он может подать, инициировать в отношении только себя эту процедуру, при этом второй член семьи, супруг, супруга, они могут быть трудоустроены и получать доходы. Мгм. Ну вот как учитывается, кстати, да, ипотечное имущество, вот могут ли его взыскать, мы уже эту тему затронули, но вот давайте здесь подробнее остановимся. Действительно, тема очень актуальная. Здесь у нас работают два закона. Помимо закона о банкротстве, у нас есть еще закон об ипотеке. В целом, конечно, в части закона о банкротстве у нас действуют такие правила, когда если жилище является единственным для человека, ну, скажем, квартира попросту, да, пригодным для жилья, то ее не могут взыскать. Но если она является предметом ипотеки, а как правило, когда мы берем ипотеку, у нас автоматически наша квартира становится этим предметом ипотеки, мы его закладываем, да, то тогда уже банк имеет право взыскать. То есть это имущество ипотечное, оно подлежит взысканию. Мгм. Ну и с какими документами и куда нужно обращаться, чтобы начать процедуру внесудебного банкротства? Для того, чтобы инициировать в отношении себя процедуру внесудебного банкротства, граждане по всей Российской Федерации обращаются в многофункциональный центр, исключительно МФЦ. Услуга не предоставляется ни в одном другом органе, недоступна она и в электронном виде по определенным причинам. Да. Для этого, по сути, нужен только паспорт гражданина Российской Федерации, потому что мы уже упоминали, что эта процедура доступна только для граждан. Люди обращаются по месту своей прописки, постоянно, либо по месту пребывания. И из документов это все, но важно заполнить заявление. Бланк заявления можно скачать на нашем сайте, портале www.mfcsah.ru. У нас есть создан раздел «Внесудебное банкротство», где указаны все условия, есть бланки заявлений. И обязательно нужно заполнить приложение к этому бланку, где перечислить всех своих кредиторов. Прямо предмет задолженности, реквизиты договора, да, местонахождение кредитора и суммы задолженности, которые возникли. Ну что ж, Таисия Львовна, большое спасибо за такую подробную информацию. Я уверен, что нашим телезрителям процедура внесудебного банкротства точно стала понятней. Большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы. Спасибо вам. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.